мой город, уже проснулась saudade. Самбайка, мой Ну что ж, у нас с вами уже пятая публичная лекция. Весь цикл лекций называется «Сену Эрдем». Это «Сену знание». Смысл в том, что мы изучаем, пытаемся взглянуть на состояние, так скажем, современной культуры и искусства, как литературного, так и визуального образа Бурятии. Вот. И я очень благодарен всем нашим лекторам, всем нашим докладчикам. И хочу представить вам сегодня вот Татьяну Анатольевну Бараноеву, нашего большого друга, директора Национального музея. Мы за все эти годы спорадически с Татьяной Анатольевной пересекаемся нет-нет в таких разговорах, которые на самом деле и, наверное, составляют суть нашего интереса. Это что-то, наверное, можно назвать вневременной дискуссией о роли, значении бурятского искусства и, собственно, самого термина бурят-зорок. Вот в прошлый раз мы с помощью уважаемого Александра Арамовича пытались заглянуть за тень этого понятия. А сегодня, мне кажется, будет очень системный подход, как мне кажется, да, то есть потому что у Татьяны Анатольевны огромный опыт и целая уже научная, наверное, научно обоснованный взгляд на наше визуальное, так скажем, наследие и современность. Вот, я с удовольствием передаю микрофон Татьяне Анатольевне. Спасибо, Дима. Я хочу сказать, начну, естественно, с благодарности, потому что данное пространство HipHub я знаю как бы изначально и стараюсь не пропускать ваши все мероприятия. И главное, что есть здесь какая-то такая динамика и внутренний стержень, который очень важен на сегодня. И аудитория, которая здесь собирается, она всегда такая очень заинтересованная, мне кажется, да. Вот, и я хочу пожелать, Дима, вам процветания дальнейших и совершенно новых интересных проектов. И, кстати говоря, мы говорили о том, что со строительством нового музея, о котором вы, наверное, слышали, да, мы тоже хотели бы с Дмитрием все-таки немножечко подумать, как мы могли бы интересные некие коллаборации создать музей и арт-пространство HipHub. Ну, это тема дальнейших отдельных дискуссий и лекций. Сегодня тема посвящена бурят-зорак. Вчера и сегодня тему на самом деле выбирала даже не я, тему выбирал Дмитрий. И, к сожалению, я не смогла быть на лекции Александра Арамовича по разным причинам, но я ее прослушала, и я знаю, что Александр Арамович и выступал у нас на конференциях по столетию музея. Всегда это невероятно интересные лекции, глубокие. Вот. И хотелось, видимо, продолжить некую такую дискуссию, поставить, возможно, проблемы, рассказать. Говоря об изобразительном искусстве и визуальном вообще ряде, очень важно понять предысторию вопроса, корни и просмотреть некую такую вот картину как бы туда вглубь по хронологии и проследить, как это все развивается. И я постаралась подобрать те слайды и работы, которых вы, может быть, и знаете, конечно, но что-то для вас увидится первый раз. Вот. И еще хотелось бы сейчас вспомнить на самом деле человека, который возглавлял фонд возрождения искусства бурят-зорак. Помните, это Зандан Шанимаевич Дугаров, который ушел безвременно в прошлом году. И, в общем, во многом
вот те разговоры о бурят-зурак, о том, что это вообще за искусство, для чего оно нужно сегодня современному зрителю. Вот я, например, когда готовилась, смотрела, я очень часто вспоминала, и у меня в голове был вот этот вот, как бы звучал вот этот голос наших разговоров и дискуссий. И это очень, мне кажется, очень важно. Вот. Ну, хорошо, мы начну я поскольку здесь аудитория все-таки более такая продвинутая, но тем не менее начнем мы с того, что без чего совершенно невозможно говорить об изобразительном искусстве. Вообще творчество бурят, оно невероятно, вообще вот тяга к творчеству в принципе у любого народа. Это тяга творчества и выражение в творчестве, оно есть везде. У бурят она связана еще и с природным окружением прежде всего, да, и те истоки, на которых зиждется в принципе профессиональное, там, изобразительное искусство Бурятии, это, конечно, народное искусство, народное творчество. Вот. И вкратце хотела бы сказать о народном искусстве, поскольку здесь можно четко понимать, когда мы говорим о народном творчестве, народном искусстве, значит, есть те как бы виды, подвиды, скажем так, народного искусства. Это мягкие материалы, это вот то, что мы называем костюмом, и гобелен и войлок также относятся к теме мягких материалов. Это резьба и роспись по дереву, резьба точнее, да, возьмем так дерево как материал, да, металл, кузнечное ремесло, третье, и бурят-зурак. И здесь вот эти росписи, орнаменты, это вот как бы 4 вида народного творчества. Начнем мы с мягких материалов, потому что костюм, как вы все знаете, да, это такой, скажем, идентификатор любого народа, да, по костюму мы и встречаем, и провожаем, и так далее, да, и мы вот в 2017 году, 2017 выпустили альбом, я думаю, многие его видели, да, бурятский традиционный костюм из коллекции музея, да, где мы представили такую широкую палитру костюма, как костюм предбайкальских бурят, так и забайкальских бурят, показали там и украшения. И вообще потом я подумала, все-таки, наверное, мы даже еще сделаем переиздание и дополним, потому что тема оказалась невероятно обширной, я бы даже сказала, космической какой-то. Книга закончилась, а востребованность в этой книге до сих пор существует. Вот уже подтверждает мне Дарима, да. Ну, костюм, мягкие материалы, ткани привозились, это шелк, китайский шелк Далимба и русский из России ткани, это была шерсть, сукно, и вот ткани использовались различные, в основном это все-таки были натуральные материалы. И очень всегда бурятские мастерицы умели как-то тонко, очень деликатно подбирать цвет ткани и цвет тот, что соотносился с природой, и он как бы сочетался с природой такого вот, не такого как бы ядовитого цвета, да, таких цветов никогда не было в бурятском костюме. Даже когда покупался материал, всегда старались подобрать так ближе вот по тональности к природе ткани. В основе лежит это халат дыгыл, мужской халат, он с запахом, ну там, я не буду сейчас говорить об особенностях предбайкальских или забайкальских. В основе вот халат, который опоясывался, либо ткань это была кожаный ремень, либо это был тканевый ремень, но самое главное была такая вот, если посмотреть издали, то мужская фигура производила впечатление такого вот монументального и очень основательного, потому что
халат чуть-чуть расширялся к низу, да, и вот эта вот такая крепость стоящего мужчины, опоясанного, у которого пояс, то есть разделялся верхняя зона и нижняя зона, да, и украшенного то есть то, что называется украшение мужчины. Это нож, кисет, ой, извините, нож, огниво, вот то, что относится к прикреплению, прикреплялись к чему нож, вот такие кожаные крепления. Женский костюм. Женский костюм вот как раз-таки, конечно, по сравнению с мужским был более насыщен по цвету. И самым главным все-таки были вот эти мягкие округлые линии, которые, может быть, повторяли виденные женщинами, мастерицами плавные очертания гор, когда вот эти сшивания буфов, да, вот таких вот наверху, или где-то вот рукава, да, линия рукава, она всегда смягчалась. То есть таких резких и линий в костюме практически, вы понимаете, никогда невозможно было увидеть. И женская костюм – это всегда жилетка, я имею в виду замужней женщины, которая значит, допустим, у хори, бурят и сартулов, и сонголов она короткая, у эхеритов, у булагатов жилетка уже длинная, но это вот как раз особенность рода племенная. Почему, кстати говоря, у эхеритов и булагатов были длинные жилетки, особенно у эхеритов, где разрез сзади жилета говорил о том, что женщина всегда была в седле и готова была, ну, там, также быстро поскакать на коне. Вот. И еще очень важный элемент в жилетке у женщины – это всегда защитные функции верхней части, то есть то, что связано с плодовитостью, вот чакра вот эта вот грудная всегда защищалась. Но в целом украшения, видите, были с верхней части головы, когда мы видим такой дарулга, венец из кораллов, он делался из бересты, а потом обшивался тканью, если не было бархата, то просто какой-то темной тканью, либо сукно, ну, предпочитался бархат, и пришивались крупные бусины коралла. И либо лазурит добавлялся, либо вот если особо, так сказать, могли найти, то желтый – это янтарь, но янтаря практически не было, янтарь они обменивали у семейских. Вот. Но в основе, конечно, красный коралл, который, естественно, не находился никогда в Бурятии, его покупали, его привозили из Тибета и Монголии, и за эти камни очень большие отдавались деньги, ну, скот прежде всего, да, и потом вот буквально с этого верха и начинается дальше украшалось все, что касается части кос, виска, и как бы вот эта вся часть украшений спускалась вниз. Вот особенно богато украшалась часть, еще раз повторю, груди. Могли быть двух видов, то есть либо одно нагрудное украшение, либо два, их привешивалось и соединялось в виде цепочек. Вот. Это нагрудные украшения, которые представляют собой вот такие вот шкатулки, ну так простым, если языком сказать, такие коробочки, либо они квадратные, либо они округлой формы. Внутри обязательно закладывались молитвы или какие-то травы. Вот такая вот драгоценная шкатулочка, она находилась как украшение всегда у женщины. И далее с боков пояса прикреплялись уже поясные украшения, которые были таким мини-косметическим набором. Все это делалось серебряными мастерами, или есть еще черные кузнецы, которые работали как бы в таком металле, как, ну, допустим, ковали железо, да, правильно. И
вот то, что касается украшений, это всегда были белое, то есть белое серебро, да. Вот, допустим, здесь крайний костюм, видите, булагатской бурятки, здесь минимальное украшение, но мы вот на этой картинке просто не представлены вот эти украшения, хотя у булагаток тоже есть богато украшенные вот верхняя часть и нагрудная часть. Так, дальше. Вот смотрим, сейчас хотелось бы затронуть, то есть мы проговорили немножко про мягкие материалы и металл, вот, но вот, пожалуй, дерево, как один из самых любимых поделочных материалов бурят, наверное, это вот тема какая-то вот такого особого интереса, потому что именно у бурят изделия из дерева получили особое распространение, и искусные мастера появились именно в дереве. Да? Вот, допустим, когда мы приезжаем в Монголию, очень часто можно увидеть в дацанах украшения деревянные, но так вот, как представлено дерево в Бурятии, даже в музее можно не так часто увидеть, я имею в виду Монголию. Бурятия дает образцы, совершенно блестящие образцы прикладного искусства именно в дереве, вот, и мастеров. Но для того, чтобы понять, откуда корни, это вот, наверное, стоит упомянуть. К сожалению, я вот не сделала слайд, но если говорить по справедливости, то, конечно, это знаменитая школа орангойских мастеров Санжицы Бекцибекова, который работал, вот у него было примерно 30 учеников, он работал именно в дереве. Кедр – наиболее любимый материал. Кедр в сочетании с папье-маше. Чтобы увидеть работы Санжицы Бекцибекова, я просто всем рекомендую еще раз прийти в Музей истории Бурятии и посмотреть замечательную нашу коллекцию на 3-м этаже. Ну, ее можно смотреть бесконечно, много раз. Вот. И дерево, обратите внимание, вот на троны, да, троны Цежипов и Батуев, троны Гессера и его жены, которые находятся также в музее Сампилова в постоянной экспозиции, они были созданы в 1995 году по заказу оргкомитета Гессериады, тысячелетие, которое отмечалось в том году, простите. И вот эта работа как раз вобрала в себя вот то мастерство и ту связь с началом века, когда делались замечательные вот вещи в дереве. И здесь они стали образцом уже современного декоративно-прикладного искусства в дереве, причем здесь роспись тоже в таких деликатных, ярких, но одновременно я все равно хотела бы употребить это слово «деликатный», потому что вот сочетание этих ярких контрастных цветов, оно очень тонко соединено, если так присмотреться. В общем, посмотрите, связующим цветом здесь является вот этот вот такой голубой цвет, он как бы связывает и красное, и желтое, и зеленое, все вместе, воедино. Голубой цвет неба. Ну и здесь мы видим очень интересный, видите, такой набор посуды из дерева. Аяга, дамбо, чаши и чайники. Опять же, мы говорим о очень мягкой, такой теплой форме. Дальше. Вот здесь у меня еще слайд, на котором как раз более близко показано, более подробно показаны украшения и работы мастеров бурятских, наших ювелиров. И вот обратите внимание на этагу квадратной формы, достаточно крупная, объемная чеканка. Здесь изображены 8 драгоценностей, и в центре, по-моему, эрдени, да? Да, покрытая золотом. Ну, как образец вот таких гул, здесь мы видим также более
подробно накосные украшения, еще косы закрывались еще вот такими вот хантулами, вот здесь вот представлены, да, и вот более близко показаны такие поясные украшения с ножничками, уховерткой и так далее. Вот то, что мы называем косметическим набором женщины. И самое главное, это вот шапка с красными кисточками, и сверху одевается дензе, навершие на головной убор. Серебряное, тоже серебро, чеканка и камень. Там лазурит и коралл. Вот это вот треугольник и шапки, вообще вот головной убор бурятской шапки, он напоминает гуры, это как бы уже понятно, но, кстати говоря, монголы четко различают головной убор бурятской шапки от своих головных уборов. У монголов вы никогда не встретите вот такой головной убор. У них немножечко другой головной убор. Это чисто бурятский головной убор. Так, ну, мы поговорили о том, о народном искусстве, то есть резьба по дереву, серебро, металл и мягкие материалы. И вот та важная традиция, которая очень сильно повлияла на бурятское изобразительное искусство, в целом на профессиональное бурятское искусство, это, конечно, буддийская художественная традиция. Буддизм пришел на территорию Бурятии в XVIII веке, пришел через, как мы знаем, исторически через Тибет, Монголию и сюда на север, Бурятию. И, конечно, буддизм, самое главное, буддизм принес очень развитую художественную культуру, которой здесь не было. Да? Это и книгопечатание, книги, это прежде всего, это вот потом скульптура как вид искусства изображения божеств и живопись. Танка, буддийские танка, о которых, наверное, говорил более подробно Александр Арамович, но я хочу сказать о том, что помимо того, что привозилось обязательно, в частности, с ламами, да, вот эти танка, как изображение божеств, постепенно в связи со строительством дацанов на территории Бурятии к концу XIX века начинает складываться своя школа. Появляются свои мастера, упомянутый мною Санжи Цыбик-Цыбиков, он, конечно, он и как скульптор, но тем не менее и рядом появляются мастера, которые начинают, особенно в начале XX века, пытаются как бы подражая, делая повторы, прорисовки, смотря там на готовые какие-то образцы, да, но постепенно начинают появляться работы именно бурятских мастеров. Зачастую они, конечно, анонимны. Вообще традиция вот, писания икон и традиция писания буддийских танка, она, конечно, анонимна. Все-таки в большинстве своем мастера практически не писали своих имен. Да? Это как бы уже, ну, там, 20 век, уже ближе как бы к современности, уже дают такую тему как бы авторства и так далее. Хотя для буддийского художника, наверное, не важно ставить там свой знак какого-то авторства, да, все-таки важнее, скажем, передать то, что мы называем божественным. И здесь мы видим вот тот деликатный, очень яркий и деликатный одновременно цвет. Очень самое главное, что для буддийской танки, это линия. Линия, владение линией. Линия, она одновременно
тонкая, одновременно гибкая, одновременно текучая, одновременно она где-то утолщается, где-то она наоборот утончается, потому что используются разные кисточки. Они тонкие или там где-то потолще и так далее. Вот это вот самое главное в буддийских танках. Вот, значит, дальше. Вот здесь я хочу вам показать очень интересные вот то, что мы называем уже бурят-зурак. Это работы еравнинских мастеров. Такая вот 20-е годы сложилась очень интересная, появилась школа наших уже бурятских художников. Вообще, надо сказать, именно Еравна, я думаю, что это связано, может быть, с Андаловым Буддом и гетуйским датсаном. Сложилось так, что там появились замечательные такие мастера, как Ладе Самбу, Нимац Римпелон, Дабат Ушне, которые наряду с изображением традиционных танков писали вот такие, ну, мы скажем так, это работы, ну, условно говоря, фольклорного такого направления, да, и в то же время они, конечно, безусловно, связаны с этой общей традицией писания пейзажей в буддийских танках. Ну, работы эти, у нас не так много этих работ в фондах музея, но они прекрасны. И вообще, наверное, я думаю, надо нам издать отдельный какой-то каталог, посвященный как раз вот этим мастерам, да, потому что работы очень интересные. Посмотрим, вот это у нас Дабат Ушне, Сагану Бугун, замечательный такой вот, смотрящий вот прямо вот так вот пристально на озеро. И вот эти тонко, великолепно прописанные деревья, сзади гор. И очень, с одной стороны, вот какое-то ощущение, что мастер хочет где-то что-то такое показать, свое какое-то наблюдение природы. Да? Вот это вот Тунше, четверо дружных, Дабат Ушне, автор. Мы видим, как он изображает вообще такой прекрасный пейзаж, на самом деле, по цвету. Здесь зеленый, такой разных оттенков идет. И вот изображается, ну, совершенно самый популярный сюжет «Четверо дружных», но он идет такой, в такой тонкой, невероятно бурятской, конечно. Вот это вот и есть уже бурят-зурак, да. Вот Ладе Самбу. Посмотрите, какая интересная работа. Работа называется, так, сейчас я что-то не вижу, Аваданна о царевиче Махасатве. Смотрите, эта работа, как вот, знаете, такие вот разные фольклорные сюжеты, вот там, допустим, повесть о Малантойне, да, где художник там изображает путь как бы как царевич, как спускается за своей матерью там в другие, ну, как бы в ад, да, и там тоже такие интересные рисунки есть. У нас, кстати, тоже в музее есть эти рисунки, повесть о Малантойне. А здесь художник очень интересно, посмотрите как, да, она выполнена и обшита как танка, да, вот видите, вот эти вот фрагменты ткани, да, но такой вот лежащий здесь на земле Будда, такой желтой карнацией, да, вот он как бы, и к нему приближающиеся животные, да, очень интересная, невероятно по технике выполнения и по самой композиции работа, но при этом вот видите, нижняя часть композиции, это такой вот, это же изображение воды, правильно, да, мы видим, и горы. Вот посмотрите, как вот интересно он изображает вот эти вот как будто острые пики. Вот то, что мы называем, это 20-е годы, и это то, что мы говорим о бурят-зурак. Вот у нас еще есть несколько работ, которые мы, к сожалению, вот в таком хорошем качестве не издавали. Мне кажется, наступило время, когда нужно издать и показывать просто, ну, всем художникам. Работы этого художника, я думаю, как раз вы знаете, Галсан Ардени. Вот Галсан Ардени – это уже художник, который как бы
он тот же, вот он уже самоучка, тоже учился, немного учился в Агинском Датсане, но тем не менее мы его уже, у него практически нет сюжетов с иконографией, да? У него нет буддийской танка, у него нет вот сюжетов, которые вы видели в предыдущих картинках, но тем не менее Галсан Эрденина, мы говорим, это такая вот переходный период, так как бы он уже художник, который получил образование в Датсане, но стал работать самостоятельно, и такой вот художник, который работал в небольших форматах, работал в технике карандаш, акварель и изображал повседневную жизнь своих сородичей, своих односельчан. Вот. И при этом те навыки, которые он получил в Агинском Датсане, навыки рисунка и навыки мелкой деталировки, они у него проявились на высочайшем, конечно, уровне именно у Галсан Эрденина. Он родился в 1884 году, а умер в 1938. Год, так, в общем, прожил не так прямо много лет, но он был репрессирован. Вообще вот эта тема как бы переживания, да, происходит. И он на самом деле очень много рисовал, не так, может быть, много осталось сохранившихся рисунков, но он рисовал именно свой родной Кусочинский колхоз, рисовал с тех колхозников, у него есть и там, как едут на грузовике, такие вот эти лозунги, да. Он рисовал и перекочевку из Левников в Зимник, и рисовал и Сагалган, но рисовал портреты своих передовиков производства, причем он их так обрамлял в такой вот полуовал, да, то есть они так, знаете, причем это все карандашом, они предстают как такие, знаете, герои, да, ну там очень интересно. При этом техника карандаша. И чтобы просмотреть эти работы, да, надо очень близко как бы подержать глазу, да, что издалека они, может быть, не так воспринимаются. Так, ну вот. Значит, Галсан Эрденин, мы говорим о 30-х, 20-х годах, тот человек, тот художник, который вот смог вот эту связь, кровную связь, скажем так, с датсанской, с буддийской традицией в себе сохранить, через эти руки, через этот рисунок передать. И вот это наследие, оно осталось в его рисунках, в его творчестве. Вот. И получается так, что как будто бы, ну так, если говорить, годы репрессий прервали эту традицию. Действительно, очень много было уничтожено и датсанов, и также погибло художников. Но тем не менее, я еще хочу сказать об одном художнике, который, наверное, вот именно примерно современник Галсан Эрденина, это Асор Будаев. Асор Будаев, о нем даже отдельную надо лекцию читать, потому что это невероятно талантливый художник, который очень много сделал в Петербурге, в Петрограде. Он именно был практически главным художником Государственного музея истории религии. Помните Казанский собор? Очень много сохранилось там и его работ, и там и были выставки. О нем надо рассказывать отдельно. Но вот это те люди, те мастера, которые вот мы обязательно должны помнить, когда мы говорим о Бурят Зурак. И Лувсан Доржиев. Вот Лувсан Доржиев, наверное, пожалуй, все его знают, даже те, кто далек, в общем-то, от темы Бурят Зурак. И, наверное, пожалуй, я вот когда готовилась к этой лекции, я еще раз посмотрела его работы и еще раз посмотрела монгольские альбомы. И, знаете, я могу сказать так, что наш Лувсан Доржиев очень высоко держит эту планку Бурят Зурак, бурятского рисунка или картины мира бурятской, да, и совершенно не хуже, я бы даже сказала, лучше. Он удивительный, конечно, был человек. Я могу сказать, что мне посчастливилось с ним лично пообщаться. Это был 2005
по-моему, 7-й или 8-й год. Я только недавно стала работать в музее, и Центр народного творчества сделал очередную какую-то выставку. И я помню, они носили и носили эти работы Луцен-Дашиевича, да? Я говорю, Господи, а сколько этих работ, а они войдут ли все в зал? Было так интересно, да? Но, тем не менее, все это вошло, и вот ему было, ему было очень много уже лет. Он ушел потом где-то в 13-м году, он, по-моему, уже ушел, в 11-м, да, в 11-м году он ушел из жизни, да, но он такой очень, человек уже был такого сложного возраста, но он произвел впечатление на всех невероятно. Это был какой-то вот человек из той эпохи, который как бы чудом мы смогли пообщаться с ним, но он нес в себе эти знания, при этом он был немногословен. Он был очень достойный, прекрасный такой человек, и который, вот когда там суетливо спрашивали, ой, а что тут изображено или что-то такое, он не очень хотел даже комментировать. И я понимаю, почему, потому что у него совершенно необыкновенная судьба. Он родился в 18 году в селе Жаргаланта, Селенгинского аймака. И, в общем, как это водится у многих бурятских художников, про которых мы читаем, в семье всегда была среда, где кто-то работал, либо столярничал, либо что-то рисовал. То есть это вот прямо вот у каждого, вот начинаешь читать биографии или знакомиться, всегда это присутствовало. То есть вот эта связь, да, с предками, о том, что кто-то что-то делал руками. Вот. И, конечно, и у Сандаржиева такая же история. У него дядя и дедушка столярничали, делали очень много работ по дереву, поэтому, конечно, он это все видел в детстве. Он закончил школу и уехал в Иркутск. Он поступил в Иркутское авиационное училище. Кстати, мой дедушка по маме тоже закончил Иркутское авиационное училище, и я так подумала, они примерно по годам близки. Думаю, как интересно. И он прошел всю войну. Вот представляете, человек прошел всю войну. Он был в Брянске, а потом 219 такой дальневосточный авиационный батальон. И вот он там всю войну прослужил. Вот. Он прослужил войну, об этом рассказывали его родственники, сам-то он не очень. Вообще, надо сказать, что те, кто служил, не очень любят об этом рассказывать. Вот. И он, самое главное, у него отец ведь погиб под Москвой в 1942 году, а он потом уже, будучи уже взрослым, он приехал, привез землю с родной земли и нашел его могилу и поклонился отцу. Видите, какая интересная вещь, да, происходит. Но он стал работать как художник, как и Цырен Намжилачиров, как мы говорим, будучи на пенсии. Да? Ну, это такая расхожая фраза на самом деле. Да? То есть уже в более зрелом возрасте. Да? И накопленные знания, увиденные, и то, что он, насмотренность, которая была из детства и в Датсанах, и то, что он запоминал. И он уехал, 50-е годы он уехал, есть у него такой факт в биографии, что он жил в Узбекистане, в Самарканде. И, конечно, там Ирина Балдану пишет о том, что Самарканд дал ему что? Самарканд дал ему вот насмотренность орнамента. Мусульманский орнамент богатейший, безусловно, наследие Узбекистана, Средней Азии мы знаем, невероятно богатый орнамент. И вот Лупсан Даржиев понимает, что для него орнамент – это самое важное. И начинает вот эту работу самостоятельно по изучению орнаментов. Давайте мы посмотрим эти орнаменты его. Вот здесь сейчас вот посмотрим его орнаменты. Это маленький только фрагмент. Ой, здесь мужа жил. Орнаментов, которые он создавал. У него целая серия этих орнаментов. Вообще он оставил богатейшее наследие. У него примерно, вот так если посчитать, наверное, больше 600 произведений, хотя, может быть, что-то мы
не посчитали что-то вот как бы есть, наверное, то, что, может быть, пропало, бесследно исчезло. Вот. Но вот эти вот орнаменты, они у него удивительные. Он здесь и традиционно то, что насмотренность была в датсанах или где-то там в домах, он где-то видел, срисовывал сундуков. И в то же время он добавляет свое, у него появляется более вот этот вот желтый цвет, он очень сильно вводит желтый и оранжевый, это очень любит вводить этот цвет в орнаменты. Полностью погрузившись и зооморфный орнамент, растительных орнаментов, он разные виды. Далее он очень много писал серии, у меня просто нет картинки, серия орнаментов, связанных с буддийской символикой. Это целая, у него, наверное, целая папка таких орнаментов, именно связанных с буддийской символикой. Так, вот, пожалуй, его опыт орнаментальный, так скажем, опыт, да, он и помог ему создать то, что мы называем именно стиль, уже такой классический бурят-зурак, стиль, который характерен именно для, ну вот когда кто-то приступает и начинает изучать бурят-зурак, то первым, что видит, это, конечно, именно Лупсан Доржиева. Именно его работы становятся как бы тем образцом, куда художник как бы стремится попасть, что называется, да, стремится сделать. Лупсан Доржиев создал огромную серию. И здесь вот это и жанровые работы, это и портреты, это и просто пейзажи. Удивительно, что он очень любил изображать, не удивительно, точнее, а понятно, что он изображал животных, как бурят, кочевник, скотовод. От природы, естественно, для него животные. Вот смотрите, какие замечательные сарлыки. Животных он изображал виртуозно практически, да. Он очень любил изображать животных. При этом здесь мы видим характерно, что для бурят-зурак это плоскость, плоскостное начало, то есть нет перспективы туда в углубление, да, и очень много таких орнаментальных моментов линеарно поданных именно в представлении, в изображении пейзажа. Та самая упругая и плавная и гибкая линия, о которой я говорила ранее, и которая была свойственна мастерам буддийской танки, но это работа, это рисунок, который должен быть в совершенстве. Права, мне кажется, на ошибку здесь очень мало, потому что если ты не даешь эту плавную линию, соответственно, у тебя уже цвет как бы выпадает, понимаете? То есть здесь это, вот это дается, ну, условно говоря, твердой рукой и прекрасной памятью, да? И вообще это, конечно, тренинг. Это постоянная работа над собой, постоянное рисование. То есть Лупсан Доржиевич, он жил такой, наверное, почти аскетической жизнью, как вспоминают его родственники. Он там постоянно работал, мало общался, не любил какого-то такого дополнительного сверхобщения, потому что это ему мешало сосредоточиться. Ну, наверное, все художники, настоящие художники, они полностью погружены в себя, и им не нужно вот это внешний вот такой шумовой эффект, потому что это мешает им сосредоточиться. Вот работа «Луна» и посмотрите, вот это «Луна и Юпитер», невероятно красивая работа и по цвету, и по подаче композиции. Вообще, он, знаете, он интересно, он вернулся в Улан-Удэ, в Бурятию, из Самарканда в 1963 году и стал работать, как ни странно, художником в кинотеатре «Дружба». И делал рекламные плакаты, рисовал. Вот. Сейчас кинотеатра «Дружба» нет.
Лупсан Даржиевича тоже нет. Но, тем не менее, мы помним, наверное, что в то советское время плакаты рисовались от руки. Жалко, что они исчезли. Можно было бы сравнить и посмотреть, какие были рекламные плакаты в кинотеатре «Дружба», которые делал Лупсан Даржиевич. Вот. Лупсан Даржиевич, он еще и любил астрономию, любил небо. Это, наверное, тоже какая-то такая характеристика его, да? Он купил подзорную трубу и привез ее к себе на участок. И племянница говорит, я была маленькой, и я, когда увидела эту трубу, мне было так, я была в восхищении. И он рассказывал там, что это, вот это небо, там эти звезды. Ну, вот это восхищение небом, мне кажется, в этой работе невероятно отражено. Я хочу сказать, для меня было не таким замечательным открытием, о чем я сказала уже Дмитрию сегодня утром, о том, что когда я готовилась к лекции, я узнала очень интересную для себя вещь. Оказывается, в 1995 году Лупсан Даржиевич по просьбе народного поэта Бурятии Баира Саномовича Дугарова расписал и создал серию подвигов ГССР, и эти работы укреплены или размещены, скажем так, на крыше храма ГССР в Бакинском районе. Мне даже прям захотелось поехать в Бакинский район и посмотреть, что же там на крыше в этом храме ГССР, потому что эти работы, к сожалению, ну, кроме тех, кто был там в Бакинском районе и смотрел этот храм ГССР, а он находится на горе, помните, да? Там высоко. Вот. И там на крыше, вот там, здесь есть такие вот изображения подвигов ГССР, автор Лупсан Даржиевич Даржиев. Вот. Ну, это вот, наверное, тема для того, что для дальнейшего исследования. И мне просто очень стало сразу интересно. Я думаю, что надо будет обязательно увидеть, съездить и, возможно, может быть, даже помочь как-то восстановить. Потому что там наверняка нужна реставрация. Потому что, представляете, это все под открытым небом находится. Там же нету, не застеклено ничего. То есть они все вот на воздухе, эти изображения. Вот. Это говорит о том, что Лупсан Даржиевич был невероятно еще и многогранен в видах искусств. То есть, понятно, пейзаж, жанровая картина, портрет и еще и монументальные такие полотна. А еще есть и мебель, и сундуки, которые он сам вырезал и сам же расписывал. Ну, в общем, наверное, мы еще о Лупсан Даржиевиче будем еще исследовать его творчество, еще надо о нем писать. Я бы хотела, чтобы кто-то еще из молодых заинтересовался, ученых, искусствоведов, потому что эта тема безгранична. И самое главное, что это творчество Лупсан Даржиевича Даржиева – это то, чем мы должны всегда гордиться. Потому что это то, что составляет нашу как бы особенность и гордость. Еще один художник, который, ну, мы можем его назвать, он работал в своей абсолютно уникальной технике. Это вот в классическом бурят-зурак, да, если мы говорить, здесь сложно сказать, что Цырен-Намжил Ачиров – это бурят-зурак. Нет, Цырен-Намжил Ачиров – это мастер, ну, который самостоятельно создал, наверное, абсолютно свою картину мира. У Ачирова своя картина мира. Но в чем они близки? Он также самоучка, он учитель вообще, родившись в Максахоне и из Тукижингинском районе. И он, скажем, очень его родни с Лупсан Даржиевичем, то, что Цырен-Намжил Ачиров, он также очень сильно связан с буддийской традицией, то есть он это все смотрел, изучал и очень глубоко был верующий человек. Вот это, наверное, сродни им. Ну и то, что он стал писать и рисовать, выйдя на пенсию как учитель, и вдруг, как вспоминал Дугаров, приехал ко мне такой мужик
Я когда брала у него интервью в 2003 году, даже не могу говорить, говорит, вот приехал, говорит, этот мужик, показывает мне какую-то такую какую-то ступу и говорит, я хочу, говорит, делать скульптуры, там, как Васильев там, или кто-то. А я, говорит, сказала, зачем? Иди рисуй лучше, да? И ему выдали краскоматериалы, там, бумагу, тушь, карандаш там, и так далее. И он стал рисовать, и вот начиналось, может быть, с небольших рисунков, а потом он как-то вошел в свой вкус, и у него появились прекрасные многожанровые, многофигурные композиции, причем Цырен-Намжил любил такие более формат сначала просто как бы ватмановских листов, потом он еще их приклеивал друг к другу и делал формат более большим, потом у него появились как в материалах клеенки, то есть обороты клеенок, и ему казалось вот интересным порисовать и по вот композиции вот как бы большего формата, да. Он, безусловно, был знаток. Это тип художника, который есть в каждой культуре, я думаю, вот любого народа, это те знатоки, краеведы, мы называем их, да, которые прекрасно владеют историей народа, знают. И он очень много ходил и знал своих земляков и записывал родословные, какие-то такие сказания, предания, деревенские анекдоты, да, и так далее, и так далее. Вот это все у него настолько внутри было заполнено этим, и он это потом начинает просто выплескивать. Многочисленные вручную созданные книги, которые он иллюстрирует на русском, на бурятском. Я была у Розы Цариновны, у его дочери, и я смотрю, она показывает прямо кипу книг вручную созданных. Да? То есть он их сам рисовал, сам переписывал тексты на бурятском, на русском отдельно, да, и я спросила, а почему вот один и тот же текст, там вот текст про Будду, да, он его прямо переписывает, да, очень аккуратно, таким красивым каллиграфическим почерком, тушью, а она говорит, что отец хотел как бы сделать это, чтобы передавалось, да, то есть вот эта традиция ручной книги, фактически это ручная книга, да. Да, и это уникальное явление, понимаете, но его нету сейчас, и оно откуда будет, когда мы уже перешли давно в гаджеты, да, когда у нас все уже в компьютерах, безусловно. Но сейчас, поверьте, сейчас в наше время глобальное, да, вот такого рода искусство, этот рисунок, он как раз начинает цениться больше всего. И посмотрите, вот эти облака, которые он делает, он как бы их накручивает, вот как спирали, да, он пишет и пишет и пишет, и в некоторых работах эти облака, они прямо становятся как будто действующими лицами, да, деревья, их корни практически как будто начинают ходить, да, то есть это слитность с природой, то, о чем говорил и Пунин, и МЕС, это школа, Северный факультет Ленинграда, и говорил Копылов в начале 20-х годов. То есть то, о чем говорили, вот этническое искусство, какое оно должно быть. То есть мечтали они, чтобы появилось вот такое вот искусство как бы от народа, из корней, да, оттуда. И мне кажется, Цырен-Намжил Ачиров художник, который именно этим и интересен. Так, дальше. Ой. Угу. Но это вот замечательная бабушка, которая бежит по степи. «Бабушка, бегущая по степи» — это один из самых любимых у нас любимых работ. Это все мы работы из нашей коллекции музейной. У нас на самом деле не так много, у нас около 30 его работ. Вообще у него больше 500 работ. И они разбросаны по всей России, где-то куда-то ушли за границу, наверное. Да? Очень большая коллекция. В каждом музее, на самом деле, этнической Бурятии он сам очень много ездил и сам даже дарил. Что-то у него покупали за копейки сущие. Очень много, знаете, где? В Куке.
Он любил туда ездить на курорт, отдыхать, пить воду, и там в качестве такого вот благодарности он дарил эти рисунки свои просто врачам. Вот, и поэтому у них очень много сохранилось его рисунков. Здесь бурятский участок БАМа. Посмотрите, какая интересная работа. Да? Он также не остался в стороне от современного сюжета, современной жизни, потому что тема БАМа 70-е годы, когда вот все художники писали БАМ, специально ездили, рисовали людей БАМа, и Царинам Желачиров также решил приобщиться к этой замечательной теме, и строители БАМа, и встреча строителей БАМа, и местных жителей, ивенков, вот они как предстоят перед нами, как на сцене, а сзади такие вот опять горы и облака, как на буддийских танках, посмотрите, да. Так, вот я оставила этот слайд. Понятно, что Дашанима Дугарыч Дугаров – это не стиль бурят-зурак, да? Это абсолютно профессиональный художник, который закончил Ленинградский институт живописи, ваяния и зодчества, академию, и художник, который, скажем так, то поколение шестидесятников, которые входят в золотой фонд нашего бурятского изобразительного искусства. Но я показываю этот триптих, достаточно большой, 136 на 213. Эту работу, которая хранится в нашем музее, и это уже работа, которая вошла во все учебники по бурятскому, где рассказывается о бурятском искусстве. И вот эта работа датируется 1969 годом. И Дашанима Дугарович, вот как раз здесь, изобразив как бы 3 поколения, первая часть называется «Материнство», потом «Труд» и «Сказитель». Вот триптих состоит из этих частей. Цвет и линия, опять мы видим, да, вот такой яркий, насыщенный цвет, и очень такую четкую контурную линию. И здесь для Дугарова было важно отдать дань своим предкам. У него очень сильная дарханская традиция. И я думаю, именно в этом триптихе, как никогда, ему удалось передать, поклониться своим дарханским предкам именно через эту работу. И еще Дугарова фигура Дашанима Дугарыча, она чрезвычайно важна для бурятского изобразительного искусства. 91 год происходит первый съезд ВАРКа исторический, когда Дашанима Дугарыч становится первым президентом ВАРКа. И первое, что он делает, он говорит о том, что нам надо возродить старобурятскую живопись. И создает вот эту школу, которые прошли 14 учеников, это точно, но я думаю, что их больше, около 20, наверное, человек, которые именно прошли школу Дугарова. Они работали над росписью Цугальского дацана и Агинского дацана. К сожалению, после пожара это все исчезло, но потом же восстановили, мы же знаем, но там уже другие расписывали. Но тем не менее, это все уже осталось в истории нашего бурятского изобразительного искусства, и его значение, фигура Дугарова, она чрезвычайно важна в сохранении традиций бурят-зурак. Как вспоминает его ученик Эдик Павлов, который работает, он, Эдуард, делает дерево, мебель и расписывает прекрасные гунгарба и сундуки. Дугаров, говорит, такой был очень строгий, очень требовательный, и он заставлял их перемалывать эти краски, да, камни, они в ступе толкли, потом они ездили с орлыков, шкуры добывали, варили этот клей, секреты этого старого клея на основе сорлычьих шкур. И вываривали его, и это, говорит, такая была интересная масса, через которую они там соединялись, с чем-то экспериментировали. И
это и есть основа, которая смешивали вот с этими раздолбленными вот этими минералами, и вот получались вот эти вот как бы минеральные краски. Это все Дашанима Дугарович Дугаров. Об этом, конечно, тоже обязательно надо говорить. Ну, вот сейчас я показываю уже работы Анатолия Цыденова, и это мастер, уже современный, живущий и активно делающий выставки. Буквально там 2 года назад была у нас выставка, потом он сделал выставку в Санкт-Петербурге, Музей истории религии, очень хорошие отзывы от коллег были о его выставке. Мастер, работающий Бурят Зурак. Он закончил педагогическое училище, потом он учился здесь у Дугарова, ученик Дугарова, он так себя определяет. Потом он учился в Монголии, параллельно закончил Институт культуры, декоративно-прикладное искусство. И вот он работает вот в этой технике Бурят Зурак, вот этот как бы пропагандирует этот вид искусства. Здесь Буханайон и, по-моему, тотемы, да, бурят, шхун-шубун. Так, и здесь мы видим его уже Дугарзайсон и Сагану Бугун. Ну, любимые персонажи Бурят Зурак, которые мы буквально ранее посмотрели, еще 20-е годы, обязательно изображался Сагану Бугун, один из любимых самых образов, который часто встречается в произведениях фольклорного такого направления. Угу. Так, здесь мы видим Химарин. Ну, сам Анатолий Хашиктович Цыденов, он вообще говорит, что на него очень сильное впечатление и влияние потом оказал даже не работа с Дугаровым, а то, что он поучился и хорошую школу рисунка получил именно в Монголии. Поэтому вот это вот влияние монгольской школы здесь очень чувствуется. У него, кстати, очень много рисунков. Дима работал, да, над его альбомом или набором открыток. У вас, наверное, большая коллекция именно Анатолия Хашиктовича рисунков. Ну вот смотрите, какие замечательные вот эти вот детские персонажи. У него вот такие трогательные образы детей. Здесь он обшивает их в ткань, как танка, и подача очень такая интересная. Ага, вот здесь мы видим уже карандашные рисунки. Они, на самом деле, их много. Он очень, с одной стороны, он как бы работает по заказу, а с другой стороны, он много работает, ну так, как бы самостоятельно, просто смотрит, насмотренность большая у него. Очень разные сюжеты бытовой, так сказать, жанровой бурятской жизни, он много в этом направлении работает. Вот это уже работы, которые сейчас вы видите, это Инна Немаева. Она родом из Санаги, Закаменский район, художница, которая также выпускница педагогического, художественно-графического отделения, точнее, я извиняюсь, колледжа искусств. И далее Инна вообще очень интересная, на мой взгляд, художник, потому что она настолько, ну, как у нее, как и у всех бурятских художников в роду, тоже дарханы, она очень много самостоятельно увлеклась этим Бурят Зурак и начала много работать. И, кстати говоря, она делилась и рассказывала, что для нее были очень важны еще и уроки, которые давал Чимит Лама в РЦНТ. Где-то на протяжении 5 лет там были уроки по Бурят Зурак. Посмотрите, какая вот эта интересная слева
Так, справа, да, как вам? Слева вот эта работа, которая «Замба» называется. Это работа совершенно новая, это работа 23-го года, которую Инна представила на зональной последней выставке в Дальний Восток, которая была представлена у нас в музее. И вот именно эту работу особенно выделили академики наши, которые приезжали из Москвы, что, в общем, о чем говорит? О том, что традиция бурят-зурак продолжается, живет, и у него огромное все-таки будущее у этой традиции. И еще я хотела бы сказать... Так, сейчас. Когда ушел Зандан Дашанима Дугарович, то его дело продолжен его сын Зандан. И он же до последнего времени возглавлял фонд возрождения бурят-зурак. И очень много дел, добрых дел, скажем так, очень много делал проектов, выставок. Часто мы с ним общались, советовались. Он учился со мной в параллельном классе. И как-то вот, да, знаете, не хватает сейчас людей, вот такого человека, которому можно просто поговорить, и вдруг что-то тебя там осенит, вдруг какая-то такая возникает идея, когда ты общаешься с такого рода людьми, и ты начинаешь как-то по-другому думать. Вот я вспомнила, что в 2016 году состоялся круглый стол в рамках Алтарганы, которая была в Бурятии, и Зандан Дашанимович тогда выступил с хорошим, интересным таким выступлением и про бурят-зурак, и про картину мира бурята и так далее. И потом Елена Ржевская, искусствовед, побывав здесь, в Бурятии, в 2018 году, в 2019 она выпустила в альманахе уже интервью, интересное интервью. Я когда его читала с Занданом, интервью о бурят-зурак, я читала, и я понимала, что я это слышала, он много раз это проговаривал, и у него были очень много таких интересных мыслей о том вообще, каково будущее бурят-зурак. И как раз мы делали в 2021 году, кажется, мы делали выставку Зарикто Доржиева, и Зандан пришел в зал, долго смотрел на работы. Он, кстати, всегда приходил в зал, когда никого не было. И там был Зорик, и он сказал: слушай, Зорик, а твои работы — это и есть бурят-зурак. Вот. И это было очень интересно. И даже для Зарикто это было такое неожиданно, да? И вот такая была вот уже сразу потом начались какие-то разговоры, дискуссии, воспоминания и так далее. Я хочу завершить свою лекцию и с удовольствием ответить на вопросы цитатой из интервью Зандана Дугарова. Что такое понимается, что такое бурят-зурак? Суть явления — отобразить окружающий мир современными средствами, переосмыслить искусство предков. Дух и душа — это определяющие слова в отношении бурят-зурак. Думать и чувствовать — это самое сложное в современном мире. Вот на этом я бы хотела завершить. Спасибо. Если есть вопросы, я отвечу. Да, предлагаю, если какой-то вопрос, я могу подойти с микрофоном, чтобы... Дарима сразу в быка за рога. Да? Вообще, когда я, правда, готовилась к этой лекции и просматривала материал, я вдруг поняла, что мы давно не делали эту выставку по бурят-зурак. Наверное, надо сделать.
Мы сделаем ее обязательно. Но наверное, мы отнесемся к ней посерьезнее. Мы сделаем ее такой более исследовательской, да? И мы не будем торопиться. Вот. И я хочу с Димой тоже в коллаборации поработать, потому что у Димы тоже свой взгляд на Бурят Зурак, у него есть тоже свои мысли замечательные. Но то, что нам надо обязательно показать, то, что хранится в фондах, вот, и то, что не видит большинство людей, это, конечно, обязательно надо. Вас услышала. Спасибо за вопрос. Вот есть у Артема вопрос сейчас. Спасибо большое за лекцию. Очень было интересно. Но у меня вопрос более такой частный. Вы говорили про танка и анонимность танка. А могло ли быть коллективное авторство? Могло. Вы имеете в виду бурятское? Я вообще слабо представляю, как происходит процесс танка, и является ли это каким-то таинством, что сидят они где-то специально. Ну, вот знаете, мне так сложно сейчас ответить на этот вопрос. Точнее, не сложно, но здесь есть, в нашем зале присутствует Александр Арамович Качаров, современный художник, который работает, именно пишет танка, поэтому, может быть, даже будет вернее задать ему вопрос этот, да, вот. Но я затронула тему анонимности. Это я говорила о том, что вообще любая вот такая сакральная вещь, она и не требовала от художников такого вот, ну, как сказать, выпячивания себя, своего «я», да, буквально. Я в этом плане говорила, да. Вот. Но в то же время я показывала работы вот фольклорного направления, они все подписаны, они все авторские, но они как бы вне традиции. Но если говорить таким простым обывательским языком, ну, допустим, это как бы в традицию лубка, скажем, да, но здесь уже мы видим авторов, да. Что касается иконографических чисто изображений, то здесь, да, то здесь уже авторство, и вы говорите двойное, как коллективное авторство, что это такое? Я думаю, что вот хорошо, да, Дим, пошла дискуссия, и то, чего мы добивались, да, на самом деле. И мне бы хотелось, это очень важно, что здесь присутствует Александр Арамович. Может быть, все-таки мы дадим микрофон? Александр Арамович, давайте. Вы можете на месте быть. Давайте. Следующие 2 часа у нас будет. Спасибо, Саша. Во-первых, спасибо за очень хорошую лекцию, замечательную. Потому что мы иногда вот говорим, я тоже здесь выступал, и Татьяна Анатольевна, она профессиональный искусствовед и специалист, и она очень правильно, точно все объясняет, и хороший очень подбор материала. Вот. А мы иногда очень расплывчато говорим на эту тему, сами не понимаем, что к чему. Вот на вашу тему вопрос ответить. Я могу сказать, что есть индивидуальные работы, есть коллективные. Есть большие работы, которые, допустим, мастер делает рисунок, потом дает своим ученикам положить краску, да, сделать какие-то там тонировки, обводки, и самые тонкие детали, работы с золотом, какие-то заключительные этапы, связанные с открытием глаз, там, божеств и так далее, он делает сам. Поэтому в больших мастерских бывает много заказов, больших проектов, да, и работают как гильдии. Вот как в старину были гильдии такие, да, цеха, да, вот, когда ученикам дается возможность тоже приложить руку, да, и тренироваться, да, на каких-то, может быть, не очень значительных проектах там и так далее, да. Но самые важные вещи делает сам мастер. Рисунок, работу золотом, да, завершение. Это первый вот момент. Второй, насчет анонимности. Вот я застал здесь старых мастеров, которые еще танки рисовали.
они не подписывали, да, танки, но поскольку их было мало, то заказчики, вот ламы в датсанах, люди, они знали, кто это делал. Вот, допустим, мой учитель Жембажем Цоцыбенов, он рисовал работы тоже и жил в Агинском национальном округе, там для Агинского датсана и так далее. Все знали, что это Жемба Лама рисует вот эти вещи. Да? Или, допустим, заказывали этому... Здесь был художник, у вас в музее работал, Тугаров, да? Да вот, и ему заказывали. Ограниченное число было художников, которые рисовали, их знали в лицо. В Тибете, например, там, где я работал, художники практически иконы не подписывают. Так принято, поскольку это духовное искусство, считается, что мы создаем форму, да, и ламы делают обряд рамне, призывают дух этого божества, он ходит внутрь, вот как человек одевает одежду. Да? И важно, как сказать, относиться к этому, что это нисхождение чего-то божественного вот в эту форму, которую предварительно художник создает. Он не автор этого всего произведения, это как бы сакральное такое действие, которое происходит. Да? Вот, например, раньше в Центральной Азии были оракулы, да, которые и в Монголии, и в Тибете до сих пор есть, да, которых называют куден. Да? Ку – это на тибетском языке просветленное тело, да? Просветленного существа, допустим, Будды или какого-то охранителя, божества какого-то. А ден по-тибетски – это основание, опора. Это то основание, на которое нисходит божество. Вот такой человек, оракул, да? У него титул куден. Да? Он предоставляет свое тело как основание для нисхождения вот этого божества в него и так далее. Поэтому анонимность, она всегда присутствовала как часть своей идеологии, философии, отношения такого. Да? Вот. Хотя вот последние 20 лет, когда я работал в Бурятии, ко мне обращаться стали с просьбой подписывать работы для того, чтобы в будущем искусствоведы знали, какой доцент заказал работу, да, в каком году, где она была написана, может быть, как называется стиль, да, кто написал. И я стал на таких работах, которые заказывали доцаны, писать на тибетском по нашей традиционной надписи, как мы делаем, да, и на русском языке, чтобы искусствоведы могли, там специалисты прочитать в дальнейшем. Да. Вот, поэтому уже на... Да, не анонимно это стали делать. И вот Татьяна Анатольевна один момент важный очень упомянула, это то, что эта анонимность является следствием, может быть, духовного развития человека. Потому что в буддизме считается, что вот это выпячивание «я», да, эксцентризм, вот эти отрицательные эмоции, тщеславие, гордыня там, и так далее, да, это является аффектами, которые омрачают ум. И художник должен не только рисовать иконы, но заниматься духовной практикой и, насколько возможно, придерживаться философских каких-то традиций, духовной практики, очищать свой ум. И чем меньше эгоизма, да, чем меньше вот этого «я», да, так называемого, да, тем это лучше. Вот. Поэтому немножко здесь разница между западным подходом и искусством. Да. Я предлагаю все-таки, Артем, у нас есть видеозапись лекции Александра Абрамовича. Да, предлагаю... И все. Ой, у тебя много вопросов. А? Ладно. Танка, да, это тибетское слово, которое называется танка, это сворачивать. Ку – это просветленный образ Будды. Это священное изображение, которое мы можем сворачивать, свитки. Да? Вот это дословный перевод слова «танка». Сами ламы тибетские называют это мелонг.
Милонка это в переводе зеркало означает. Что это значит? То, что здесь изображено божество, которое символизирует вашу просветленную природу. И это зеркало, в котором вы видите свою изначальную природу, свою просветленную природу Будды, которая в латентном состоянии находится в вас. Да? Так. Ну, Артем, по-моему, перебрал уже с вопросами. Давай сейчас передадим микрофон. Ну, у тебя еще, по-моему, один есть, да? Вопрос. Ага. Ну, давайте сейчас передадим микрофон. Спасибо за проведенную лекцию. У меня возник такой вопрос. Вот буддийские танки и картины с мирскими сюжетами художников 20 века, чем объединяются? То есть как их можно объединить в бурят-зорок? Вот эти два этих жанра. Да, характерный стиль бурят-зорок. Вот как раз, наверное, может быть, надо было чуть поподробнее, да, про буддийскую танка. То, что, если сказать коротко, то чем объединяется буддийская традиция, да, и бурят-зорак современный, да? Ну, то, о чем я говорила, это прежде всего сам подход, линия, вот такая она основа буддийской танка, чем изображение божества, это прежде всего идет образ как бы как основа, да, это линия, которую рисует, да, там художник, изображает то ли божество, или изображает горы, или изображает какой-то пейзаж, вот та плавная, текучая, гибкая, иногда мы говорим, какая-то такая грациозная линия, да, и плоскость, то есть нет глубины, нет той перспективы, которая присуща реалистической живописи, да, вот, и цвет. Цвет идет такой яркий, насыщенный, практически, хотя мы говорим без растушевок, там очень есть тонкая нюансировка все равно цвета, да, но если мы смотрим современные, допустим, бурят-зорак, да, понятно, что это не танка, да, но вот отношение к цвету, вот у того же Циденова вы посмотрели, у Лупсан-Даржиев это вообще классика, да, вот такой яркий, насыщенный цвет, который характерен сам. Вы, допустим, вспомните, как выглядит реалистическая живопись, да, она же совсем другая. Там нет вот этой плоскости, да, там всегда можно увидеть глубину, горизонт, и там всегда есть нюансировка, вот такая вот оттенки, да, конечно, да. И линия может быть не такая выверенная и, грациозная, скажем так, линия. Вот это то, что характерно, то, что объединяет. Но я так просто так сконцентрировалась сейчас, да, хотя можно еще больше углубляться. Спасибо. Еще вопросы? Я видела, что у вас в музее имени Сампила, по-моему, проводился мастер-класс по бурят-зорак. Да, Анатолий Циденов, Анатолий Хашктуч проводил мастер-класс по бурят-зорак, когда была его выставка. Ну вот вы понимаете, да, к чему я клоню? Чтобы повторить. Да, и можно ли вот заказ... Может быть, у нас есть уже молодые, вот какая-нибудь плеяда художников, которые освоили, которые могли бы вот... Ну я-то с точки зрения уже с позиции, вы понимаете кого, да, как гида, который туристов могла бы приводить. И, в принципе, мне кажется, сейчас это очень востребовано, именно возможности прикоснуться к истории, культуре, это раз, и что-то сделать самому. Вот это самого дорогого стоит. Это было бы очень круто. Ну и в первых рядах была бы я, по крайней мере. И гиды, я думаю, тоже с удовольствием бы все пришли. Вот, мне кажется, это было бы очень востребовано, именно вот возможность самим как бы вот еще раз узнать и нарисовать. Спасибо, Дарима, за вопрос. И, конечно, мы обратимся к художникам. Не все, кстати, готовы проводить мастер-классы, я могу сказать. Это не так просто. Это кажется так, мастер-класс просто. Это у человека внутренне еще должен быть какой-то посыл, понимаете? То есть мастер-класс, ну так мы говорим, а на самом деле это идет передача знаний же определенная, да? Может быть, не все готовы. Вот,
с Инной мы разговаривали, но она сейчас в Закаменском районе преподает в детской школе искусств. Я с удовольствием бы ее пригласила, но она сказала, что если приедет, то она тоже может, мы пригласим ее обязательно, да. Вообще мы договорились, что она будет готовиться к выставке на будущий год. Она сейчас работает много. Вот в этом плане спасибо, Дима, ваше предложение вдохновило меня на проведение выставки большой в Бурят-Зурак в 2025 году уже только. В этом году мы уже, наверное, просто не включимся в расписание. Все очень плотно. А любая выставка это на самом деле длительная подготовка. И очень надо, ну, как-то серьезно подходить к этому, потому что вот так вот просто вот взял, повесил, как говорила одна моя знакомая, ну что тут проблема? Повесила картинки и пошла дальше. Да? Это очень не так работает. Да? Это исследование. Ну, я предлагаю практические вопросы, мы успеем еще и в кулуарах обсудить. Но вот если есть еще теоретический вопрос, я думаю, что и у Артема снова он. Но есть еще у кого-то вопрос? Ну, да, сейчас Артем. Из вашей лекции я узнал то, что Бурят-Зурак ну, покрывает большой спектр сюжетов, да, то есть это может быть и бытовые сюжеты, религиозные, мифологические, какие угодно. Могли бы вы назвать вот сюжет, что технически мы смотрим на это, и он выполнен полностью как Бурят-Зурак, но сюжет такой, который исключает в вашем понимании как специалиста, что вот такого сюжета в Бурят-Зурак быть не может? Сложный вопрос. Сложный, а одновременно, вот если говорить о Лувсане Доржиеве, то для него вообще не было закрытых каких-то тем. У него есть, знаете, такая работа, которая называется «Союз Аполлон». Вот не поверите, да? Там изображены космонавты. И вот так поразила вот эта вот встреча американских и советских космонавтов, что он ее изобразил. И там американский и советский флаг, и космонавты. Вот вопрос. Венера — это вообще великолепная вещь, да? То есть нету ни запретных тем, ни каких-то особенных, закрытых, тайных там и так далее. Все зависит от художника. Ну, мне кажется, Артем имел в виду пределы этнокоробочки. Ну, мне кажется, вот в этом была суть вопроса, да? Ну, мы продолжим в кулуарах. Здесь есть вопрос. Здравствуйте. А я не понимаю, по какому принципу все-таки Зорикто относится к Бурят-Зурак. Вы немножко прослушали. Это я просто говорила о Зандане Дашинимайче Дугарове, который, придя на выставку Зорикто, это его версия. Понимаете? Я-то, конечно, мы не относим как искусствоведы, так условно скажем, творчество Зорикто даже к Бурят-Зурак. Нет, конечно, да. Зорикто художник со своим индивидуальным стилем. Но я думаю, Зандана почему это сподвигло? Он говорит о том, что у Зорикто сейчас очень такой яркий, у него очень, кстати, сосредоточенная тоже линия, он очень с вниманием относится к линии, и яркий цвет, и он говорит, ну слушай, ну у тебя Бурят-Зурак, картина мира бурята. А на что Зорикто говорит, так я же бурят, я вот и рисую как бурят. Поэтому здесь, ну, понимаете, да, это как бы не с точки зрения стилистики, это такой просто диалог художника. Ну, я позволю тоже себе буквально небольшую ремарку. Мне кажется, как раз в этом и есть, проявляется сложность, так скажем, определений понятий, потому что когда мы вот разрабатывали весь этот цикл лекций, как раз вот эта сложность и неоднозначность и желание понять границы термина, да, и определение понятия, вот оно и сподвигло нас посмотреть на Бурят-Зурак с разных сторон, потому что кто-то говорит, что Бурят-Зурак может считаться работа, сделанная бурятским художником. Ну, извините, но где тогда граница? А кто-то говорит, что это стилистическими какими-то приемами, там, плоскостной графикой. Например, сегодня, вот лично для меня, если буквально секунду, это, ну, мне кажется, что не прозвучало еще один корень или стиль, наверное, искусства,
это европейский, так скажем, объемный рисунок, который в стыке там, с бурятским плоскостным рисунком. Может ли он считаться Бурят Зурык, например, в творчестве той же Аллы Цыбиковой? Это вопрос открытый. Я понимаю, что это... Но это опять же все-таки свидетельство того сложности понятий. И у нас всегда будет открытым вопрос, кого считать из авторов принадлежным к Бурят Зурык. Но мне кажется, вот мы с помощью Татьяны Анатольевны попытались подобраться к этому. Спасибо. Ну, если вы говорите об Алле Цыбиковой, то вы все ходите в Бурятский театр драмы и созерцая это замечательное панно на земле ГСР, ну, в общем-то, здесь абсолютно это Бурят Зурак, конечно, это прекрасная работа, и она отличается во многом от тех работ, которые в ее станковой живописи. Это совершенно другая работа. Она сознательно, работая вот этой темперной живописью на стене, она очень много изучала и прямо сидела в фондах музеев. В музее истории. Это точно мы знаем. Тогда фонды были в Адигитриевском соборе. И Светлана Батюровна Бардалеева говорила, что Алла приходила и говорила: Светочка, покажите, пожалуйста, вот эти там буддийские танка. Да? То есть понятно? Ну что ж, друзья, был еще вот у Ачира вопрос был, да? Удушенга Мурмунде, имя лекции Хинтне Ихвертеп. Спасибо большое вам за лекцию. Мне очень понравилась картина Лупсан Доржевича «Луна и Юпитер». Попытался во время лекции найти цифровой вариант, отсканированный, и не получилось. И такой вопрос. А есть ли оцифрованные версии этих картин? Может, кто-то проводил работу? И если таких работ не проводилось, то есть ли вопросы какие-то с юридической стороны? Спасибо. Хороший вопрос. Цифровая версия, конечно, есть в фондах музея. И мы сейчас активно этим занимаемся. Просто мы еще не выкладывали. Мы занимаемся тем, что нам нужно по госзаданию выкладывать в госкаталог пока. Когда все это будет в госкаталоге, тогда оно будет уже выгружено и доступно. Да? Ну, вот если честно. Вот. А так, вот эта вот работа, она нравится практически всем. И поэтому мы даже делаем сейчас сувениры. Вы видели же, Дарима, да? Мы делаем шоперы и делаем постеры именно из этой работы. Первое, что покупает, именно работу Лупсан Доржиева. Честно скажу. Это, кстати, замечательный подарок, если вот на Сагалган подарить работу Лупсан Доржиева в постере. По-моему, прекрасно она украшает вообще. Я, кстати, даже Хамбуламу дарила такую работу. По-моему, передарил кому-то. Спасибо. Ну что, друзья, я предлагаю последний, может быть, вопрос. Уже довольно такой плотно поработали мы с вами. Есть ли у вас еще у кого-то сокровенное? Ну что ж, тогда я позволю себе сам дать, мы еще и обязаны дать небольшой комментарий. Во-первых, конечно же, Татьяна Анатольевна, огромное вам спасибо за то, что получилось с вашей помощью погрузиться снова в мир вопросов о Бурят Зурык. Но я думаю, вопросов стало еще больше. И мне очень понравилась сегодня идея о том, чтобы попробовать. Для меня лично большим было открытием школа школа Яравнинского Дацана, Зандыңжу. Я так понимаю, что та школа, если школа арангойских мастеров, она еще как-то более-менее представлена, то вот школа Яравны, она, конечно, требует своего раскрытия. Я здесь со своей стороны хотел бы даже воспользоваться публично возможностью познакомиться с этими работами поближе, потому что, во-первых, я сам яравнинский, поэтому. Вот. Да, а во-вторых, то, что прозвучала мысль о том, что считать Бурят Зурык, это, опять же, нас возвращает к смыслу, корневому смыслу всего публичного цикла лекций с ЦНУ. Это то, что мы все-таки пытаемся как-то, может быть, снова акцентировать для современного, так скажем, уже поколений вопрос, что такое бурятскость, что такое бурятская культура,
что такое бурятская литература. И это будет возможно уже на следующий и пока в обозримом будущем последней лекции цикла, потому что у нас зал закроется вот уже с середины февраля до примерно апреля. Вот, ну, до марта там, да. Поэтому и последняя лекция, она будет посвящена уже литературе, где нас также интересует вопрос той самой идентичности, которая делает наш регион уникальным или делает нашу культуру нашего региона ровно той самой самобытностью, да, наполняет. Вот. А сегодня нам осталось только сказать ритуальные слова. Я от лица себя и нашей команды должен сказать, что этот цикл и сегодняшняя лекция не случились бы, если бы все это не было в рамках большого социокультурного проекта. Здесь очень много участников знает про этот проект. Проект по разработке нового локального бренда СНУ, инициированный, поддержанный корпорацией ВПРФ, компанией «Прошкола» и администрацией Улан-Удэ. Вот, поэтому, и государственная транспортная лизинговая компания. Вот, ритуальные слова сказаны, но за ними скрывается, на самом деле, большая благодарность, потому что мы смогли с помощью наших друзей из компании Corporate Video делать самое максимально возможное по качеству видеостенограммы. Поэтому, если вдруг кто-то не смог быть сегодня, он обязательно посмотрит. Мы знаем, что за нашими лекциями следят. Мы получаем постоянно фидбэки. Татьяна Анатольевна, еще раз огромное вам спасибо. Ехабайрлапти. Да, спасибо всем, кто пришел на лекцию. И мы здесь, пространство работает, поэтому, как всегда, по нашей доброй традиции, вы можете ходить не только на 3-м, но и на 4-м этаже. Мы сейчас включим свет, музычку и общаться в кулуарах. Спасибо большое.